вами Олег Желнин, телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь в Китае и расскажу немного о отдыхе в Китае. Утром было туда-сюда, да? На стеклянный, да? Да. Хорошо. Так, сейчас с вами отправляемся уже на стеклянный мост. Парк, в котором находится стеклянный мост, называется Ущелье Долголетия или Гора Долголетия. Он находится в 60 километрах от Бэйдэхэ. Я на стеклянном мосту. Достаточно интересная экскурсия, много экстрима. Желаю, чтобы его вы сами посетили и все увидели, потому что через камеру не сильно что-то либо видно. Мост располагается на высоте около 200 метров, имеет длину более 100 метров и способен одновременно выдержать до 5 сотен человек. Толщина стеклянного пола составляет 6 сантиметров. С моста простираются потрясающие виды на горы. А, на попе съезжаешь, понятно. Давай. Добрался до стеклянного моста и прошелся по нему. Честно говоря, стеклянный мост — это не только как бы твои переживания, чувства, это еще спортивная зарядка. Минут 30-40 ты должен по крутой лестнице добраться туда. Как бы спортивная зарядка, вместо тренажерных залов. Практически вся наша группа вспотела от и до. Потому что жара здесь 37 градусов. У кого остались силы, пошли на деревянный мост. Его длина 400 метров. Идешь со страховкой до земли где-то более 200 метров. Стеклянный мост — это большой-большой парк. Здесь много мест, где можно просто отдохнуть. Ущелье Долголетия или
гора Долголетия расположено очень много локаций, в которых можно отдохнуть. Примечательно, что в ущелье расположено также много озер и водопадов, которые очень хорошо в жаркую погоду охлаждают туристов. Вот одна из локаций, куча водопадов и зеркала. Я нахожусь в сафари-парке. Взял билет на пеший маршрут. Погода немного пасмурная, слава богу, дождя нет. Сафари-парк открылся в 2001 году. За годы существования его площадь была увеличена вдвое. На данный момент она составляет 3,5 квадратных километра. Зоологический парк разделен на 20 секторов, в которых представлены разные группы животных. Для пешей прогулки предоставляется поезд, в котором можно, сидя в защищенных окнах, смотреть на живых животных. Тигры, леопарды, львы и много-много интересных видов, которые обитают в этом сафари-парке. В сафари-парке можно проехать не только на поезде, а можно проехать на своей машине. Для этого существует специальный вход и, самое главное, дороги. И, естественно, на своей машине вы можете остановиться в определенных местах, где есть стоянки для автомашин, и можно с семьей пойти отдохнуть в кафе, посмотреть на животных, которые находятся в вольерах. Сафари-парк. Вот сейчас остановка поезда была. И есть кафе и животных, которых можно покормить. Посмотреть на туземцев. This time for Africa. В сафари-парке живут более 100 разновидностей диких животных. Пумы, пятнистые олени, жирафы, верблюды, зебры, волки, шимпанзе, аллигаторы, дикие ослы и лошади.
Оказывается, в этом сафари парке есть бассейн, где иногда проводят очень хорошее представление с дельфинами и тюленями. К сожалению, когда я был, этого не было. Вот такой небольшой, для нас очень большой сафари-парк. Не могу так сказать. Хорошо, но кажется, в Якутске лучше. В сафари-парке очень много представителей флоры и фауны, особенно птиц. Красные журавли, ушастые фазаны с черно-коричневыми оперениями. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи!